Но теперь, когда девочки говорят о чем-то, о чем я никогда не слышала, я помалкиваю, а потом заглядываю в энциклопедию. Озорная, полная оптимизма, образ своего любимого литературного персонажа Лина Годоборшева старается передать как можно лучше. Для конкурса чтецов школьница подготовила отрывок из повести Джин Вебстер «Длинноногий дядюшка». Это очень интересное произведение, оно англоязычное, и это письмо к дядюшке. Она сама сирота, девочка. Волнение есть хотя бы? Честно, я не сильно боюсь, потому что я и на победу не претендую особо. А почему решила поучаствовать? Я хочу показать себя, показать, как я могу рассказать, и хотя бы самой понять, насколько хорошо я могу рассказать. Региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» собрал в зале 23 участника из различных школ. Со сцены звучат произведения самых разных авторов, но предпочтение ребята отдают зарубежной классике. Перенести зрителей в сказочный мир, где правит царевна Миголь, попыталась Самира Оздоева. В конкурсе девушка участвует впервые, впрочем, победа для нее не так важна. Отпусти нас на волю, отпусти, царевна Миголь, отпусти нас. Их жалобы звучали как музыка, и эта музыка приятно действовала на царевну. Я сюда не за победой пришла, я просто за удовольствием сюда пришла. И как? Да, мне очень понравилось. Возраст участников от 10 до 17 лет. Проводят его уже 10-й год подряд. Классный, школьный, муниципальный, региональный. Чтобы дойти до заветного всероссийского, ребят ждут несколько этапов. После регионального этапа они в качестве приза получают путевку в Артек, то есть Международный детский центр. Они там проводят 3 недели. В этот же период у них проходит там федеральный этап, что включает в себя это отборочные туры, полуфинал и финал. По итогам финала уже получается федерального этапа 10 победителей федерального этапа. Они должны выступить в Кремле, на Красной площади, и там уже будет суперфинал. В проекте принимают участие более 2,5 миллионов школьников из более 80 стран мира. Не первый год свои силы в нем пробуют и наши учащиеся, причем весьма успешно. В 2019-м один из ингушских школьников прошел в суперфинал, проходивший на Красной площади в Москве. Очень приятно было слышать республику, когда ведущий озвучивал, что вот Республика Ингушетия, Гайтукиев, Микаил на Красной площади. Для меня это было просто такое сильное счастье услышать именно то, что мы дошли до самого конца. Вот. И поэтому мы планируем и сейчас занять место, чтобы пройти дальше. Дойти до всероссийского нацелена и Алия Базиева. Конкуренция высокая, но школьница не переживает, потому что не раз становилась победительницей регионального этапа. Что дает тебе этот конкурс? Он показывает мне, что важно не останавливаться на одном месте и двигаться все время вперед. И с каждым разом у тебя все больше шансов достичь своей цели. А какая у тебя цель? Выиграть, конечно. Главные критерии оценки, а это грамотная речь, артистичность, выразительность, дойти до всероссийского цель всех участников, но победителями этого этапа станут только 5. Итоги конкурса подведут чуть позже. Дана Плиева, Магомед Шаухалов, Новости 24.